Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Основная угроза кибербезопасности Туркменистана – это управление кибербезопасности Туркменистана. В рамках борьбы с VPN вновь усилились блокировки интернета. IP-адреса уходят в последние месяцы целыми подсетями в перманентный бан. На днях в черный список ушел популярный немецкий хостинг Hetzner, а вместе с ним около 3% всех сайтов в мире. Блокировка интернета в Туркменистане – это не политическое решение, а инициатива коррумпированных чиновников управления кибербезопасности. Его сотрудники борются с конкурирующими провайдерами VPN и зарабатывают десятки тысяч долларов на торговле своими ключами и белыми списками. Ведомство, призванное охранять цифровую инфраструктуру страны, на самом деле подвергает ее огромному риску. Похоже, попытки президента Сердара Берды Мухамедова навести порядок с доступом во всемирную паутину провалились. Туркменская интернет-мафия победила, а очередная волна беспрецедентных блокировок лишает граждан доступа к образованию, работе, саморазвитию и простому общению. Но что обычные граждане? От бессмысленных блокировок страдают министерства и ведомства, чья работа напрямую зависит от стабильной связи. Постоянные блокировки не только мешают развиваться целым отраслям Туркменистана, например, банковской, но и ставят всю цифровую безопасность страны под угрозу. В последнее время работники управления кибербезопасности открыли для себя новый способ борьбы с конкурентами. Они используют бесплатный фаервол pfSense и загоняют под него пользователей, условно по 500 человек, а затем изучают данные. Если на какой-то сайт идет необычно большой трафик, то для работников управления это сигнал: за сайтом стоит VPN. Они отправляют в блок и домен сайта, и его IP-адрес, а пользователь лишается доступа к интернету. Когда человек звонит в Ашхабадскую городскую телефонную сеть или в Туркментелеком с вопросами, ему открыто говорят: вы пользовались VPN, затем тестируют 500 других пользователей и так далее. Но чаще всего блокировщики банят не один IP-адрес, а все 256 находящихся в этой подсети. Блокировки эти накопительные и постоянные. В результате интернет в Туркменистане снова движется к состоянию лета 2023 года, когда в стране 3/4 мирового интернета оказались недоступны. Источник Turkmen News в одном из силовых ведомств страны сообщил, что в Министерстве национальной безопасности обеспокоены популярностью и влиянием некоторых туркменских блогеров, чьи прямые эфиры одновременно смотрят порой более 1000 человек. К ним подключаются и обычные люди из страны, которые рассказывают о произволе в органах власти или о коррупции. Мол, именно из-за этого и началась очередная волна борьбы с VPN. Возможно, так оно и есть. Но в войне против VPN управление кибербезопасности намеренно подвергает угрозе цифровую безопасность страны. Например, в Туркменистане заблокирована большая часть крупнейшего в мире хостинга Amazon Web Services. Его серверами пользуется популярный в стране Jump VPN, которые пытаются заблокировать в управлении. Из-за массовых и произвольных блокировок Amazon Web Services попали под замес и серверы с обновлениями решения кибербезопасности Bitdefender, которые также обслуживаются на Amazon Web Services. В результате в госучреждениях Туркменистана не могут обновить свои антивирусы. В министерствах и ведомствах по требованию управления большинство компьютеров просто не подключены к интернету, антивирусные обновления на них не попадают. Зато сами вирусы и украденные данные спокойно гуляют без интернета на флешках, при этом некоторым бациллам уже по 10 лет, а затем флешка все же попадает на компьютер с интернетом, и вирус отправляет все награбленное своему создателю. Работники министерств и ведомств самостоятельно пытаются хоть как-то защитить компьютеры. Большинство устанавливает антивирус ESET в 4-й версии, вышедшей аж в 2009 году, а максимум 6-ю версию от 2018 года. С тех пор появились сотни миллионов вредоносных программ, которые могут разрушать и красть важные данные. Когда заблокированы нормальные ресурсы и программы в госструктурах, скачивают пиратские или созданные сомнительными разработчиками, в них еще больше уязвимостей и, более того, иногда специально вшиты трояны. Например, как недавно писал Turkmen News,
На факультете банковского дела в Туркменском государственном институте экономики и управления стоят пиратские Windows и пакет программ Microsoft Office. Они крякнуты инструментом, в котором пользователи уже находили подозрительный код. А чем объяснить недавнюю блокировку Google Drive? Спустя несколько дней в Управление кибербезопасности позвонили из дворца и приказали убрать Google Drive из черных списков, потому что вся работа аппарата президента встала. А объяснить массовые блокировки можно только одним – коррупцией. Как и в 2023 году, сейчас у чиновников Управления кибербезопасности можно купить свободный доступ в интернет, и на фоне массовых блокировок цены заметно выросли. Так ключи OpenVPN продаются от 1000 манатов в месяц или за $50, а за 2000 зеленых в месяц с вашей линии уберут все фильтры. Все эти деньги идут не в казну Туркменистана, не в развитие инфраструктуры, а в карманы кучки людей. Последние пару лет Туркменистан активно ищет зарубежные инвестиции, однако можно хоть каждую неделю проводить в стране и за границей различные форумы. Выставки, встречи, демонстрировать потенциал Туркменистана и зазывать компании, но ни один инвестор не придет туда, где нет элементарного, стабильной связи. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.